Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно, у вас прям в центре показан образ мужчины, который женщину на руках несет. И несет он ее по направлению вправо. Это хороший знак. Мужчина проявится, либо мужчина действительно поведет себя как настоящий герой, как настоящий джентльмен. Женщину подхватит на руки, освободит ее от каких-то проблем, либо поможет в очень сложной ситуации. Мужчина либо влюблен, либо действительно очень хороший человек, который не может оставаться в стороне, когда у женщины проблема. Я так понимаю, что это событие будет для вас очень неожиданным, но невероятно приятным. У кого-то действительно ваш любимый человек очень ярко проявится, очень красиво проявится. А у кого-то, проявление со стороны благородного мужчины, либо тайно влюбленного в вас мужчины. Вам запомнится этот момент. И почему-то мне прям идет, что этот момент станет началом новых отношений между вами. Если отношения были такие не очень, то отношения значительно улучшатся. Если отношений не было в принципе, то отношения прям зародятся в этот момент. Дальше, мои хорошие, показывают странную картинку. Месяц. В принципе, у нас начало месяца, и какой-то сюрприз, в самом начале месяца у вас какой-то большой сюрприз. Сюрприз, который никто не ждет, никто не мог предугадать, но от которого все будут в таком легком, но приятном шоке. Случится что-то такое, о чем, опять же, никто не думал, не гадал, и никому и в голову не приходило. Как, знаете, что-то приятное, настолько поражающее, еще почему-то масштабное идет. Все такие: ах, ох, неужели это случилось? Вы тоже будете очень сильно удивлены. И также вижу, что вы очень порадуетесь, прям скажете: надо же, как так могло случиться? Такое приятное стечение обстоятельств, либо так все удачненько произошло, случилось, и прям небеса поблагодарите. И еще, мои хорошие, вижу, что кто-то будет посещать ваши сны. Вам будет сниться какой-то человек. У этого человека к вам есть чувства, есть эмоции, а у кого-то еще отыграется, что у этого человека перед вами чувство вины. Возможно, человек чувствует себя виноватым в каких-то прошлых событиях, либо конкретно перед вами виноват. Будет вам сниться, возможно, даже несколько раз за 7 дней приснится этот человек. Думает, вспоминает, прокручивает какие-то события в голове. Дальше. Вижу, что вы станете участником какого-то выяснения отношений. И буквально в этой ситуации вы как либо мировой судья выступаете, стороны примиряете, либо вы топите за справедливость и помогаете тому, кто, например, прав, но при этом не может доказать свою позицию. Это очень благородный поступок, и этот поступок запомнится не только вам, но и тем людям, которые будут участниками этого конфликта. Может, на работе, может, по соседству, может, в семье, что-то такое. Вы мировой судья. Вы очень четко и чутко воспринимаете, где правда, а где ложь, а где правильно, а где неправильно. И опять же, у вас такой авторитет, что люди не станут с вами спорить. Вы просто, знаете, язык не поднимется с вами спорить. Опять же, вы, возможно, действительно
очень многое знаете, вы умеете оперировать словами, вы умеете аргументировать свою позицию. Ну вот вижу, что вы прекратите конфликт и либо как мировой судья примирите людей, либо станете на сторону того, кто прав. Дальше. У зайца очень длинные уши, и эти уши реально мешают этому зайцу бегать. Человек, который боится, человек, который много говорит, но мало что делает, попадет в свою же какую-то ловушку, капкан. Да, уши помешают. Возможно, человек просчитается, возможно, человек действительно вот не успеет сбежать и убежать, он как в ушах своих запутается. Тот, кто виноват, будет отвечать. Ну, либо тот, кто давно воду мутил, вот именно заставит этого человека ответить. Дальше. Вижу, что вы случайным образом что-то увидите. Ну, не то, чтобы вы там специально подглядывали, либо за кем-то следили, но это чистая случайность, да? Вы что-то видите. И то, что вы видите, оно прям таким неприятным осадочком остается у вас в памяти. С другой стороны, лучше знать, как есть, да, чем летать в розовых облачках и быть в заблуждении. Но вас просят ни во что не вмешиваться и никуда не лезть. Почему? Потому что в такой ситуации вы можете быть крайним человеком, либо все шишки на вас посыпятся. Ну, допустим, вот как пример. Вы знаете какую-то семью, эта семья, она такая типа показательная, да. Вы увидите, что либо муж, либо жена там с любовником, да, обтирается. Вам не нужно к ним подходить и что-то говорить, и вам не нужно об этом рассказывать, потому что они как-то вывернут, все против вас обернут. И еще, знаете, как дурная слава за вами пойдет. Поверьте, все равно все раскроется, все равно все узнают. То же самое, если вы увидите, что происходит что-то противозаконное, не лезьте туда, иначе вы можете из-за этого пострадать. Все равно найдут этих людей, все равно заставят ответить. Да, лучше не лезть. Вы просто это увидите и ничего не делаете. Вы очень отважный человек, вы борец за справедливость, за правду, поэтому, скорее всего, вас так и предупреждают. Дальше. Берегите свое здоровье. Высокий риск чем-то заболеть, типа, знаете, этого ОРВИ, ОРЗ. Может быть, даже что-то немножко посильнее, там грипп, например. Надо себя беречь, пусть ноги ваши будут сухими и теплыми. И либо носите сменку, если у вас такая прям слякотная погода, либо снег там выпадает и сразу тает, там лужи, да. Либо старайтесь, может быть, больше кушать там лимончиков с медом, возможно, какие-то другие препараты, там народные средства, которые именно укрепляют и повышают иммунитет. Одним словом, мои хорошие, берегите себя, это важно. Здоровье одно, и, понимаете, тут сезон такой, и зачем вам болеть? Ничего хорошего в этом нет. Дальше. Вот здесь показывают, что вы кому-то что-то пообещали, но вы про это забыли. Либо вы, может быть, что-то перепутали. Допустим, вы пообещали там к какому-то числу и неправильно запомнили. Человек очень надеется, что вы слово свое сдержите. Либо, если у вас не получается, тогда обязательно переговорите, объясните, да, вот у меня сейчас не получается, давай перенесем. Ну, либо давайте вспоминайте, кому что обещали, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Дальше показывают мужчину. Мужчина деревья рубит. Молодец. Крепкий такой дровосек. Ну, не обязательно, что мужчина дровосек, да, работу. Он работает работу. Он и очищает пространство, и также он заготавливает эти бревна, да, для того, чтобы растопить очаг. Много времени будет проводить на работе, либо будет очень много работы в ближайшие 7 дней, да так, что вы соскучитесь и скажете: «О, я тебя не вижу». Ты приходишь, я уже сплю, либо ты уходишь, а я еще сплю. Да, вот какие-то такие еще моменты могут быть. Но мужчина молодец, он и денежку заработает, и о себе красиво, ярко заявит. Ну и как бы и при деле, да, не балуется, всякой гадостью не занимается, делом занят. Работа прям такая горячая, да, много работы.
Также, мои хорошие, показывают с левой стороны сороконожку. И эта сороконожка, она небольшая, но она очень такая юркая, шустрая. Какой-то очень быстрый человек, человек-универсал, человек, который может просто в моменте делать все и сразу, вас очень сильно поразит своей какой-то скоростью, мастерством и умением, да, вот несколько дел одновременно делать. Вы прям загоритесь, вам тоже захочется научиться так же, да, как этот человек. Но я вам так скажу, это очень нервно, потому что человек должен в напряжении, да, находиться просто 24/7 для того, чтобы это все делать. Человек, конечно, там скажет: да, я тебя научу, но лучше этому не учиться, поверьте, вам это не надо. Там человек не от лучшей жизни сороконожкой стал, да, просто так жизнь заставила. Может, вам человек так и объяснит, скажет, что, понимаешь, это очень сложно, нервная система просто перегорает, и не советую, да. Это не потому, что не хочет учить вас, а потому что понимает, как это тяжело и сложно, и лучше так не жить в таком режиме, авральном не жить. Дальше вижу, что крыса взбирается какой-то женщине на спину, а вы это видите, но молчите. Почему? Потому что и крыса, и та другая женщина вам очень неприятны, да, вызывают у вас чувство такой стойкой антипатии. Неприятности какие-то, либо даже воровство, либо еще что-то с какой-то недоброй женщиной случится. Вы бы могли ее предупредить, но, скорее всего, она бы вас не послушала. Либо, знаете, как посмеялась бы над вами и сказала: типа, ты мне завидуешь, да, чего ты лезешь ко мне. Нет, не надо. Вот правду говорят, что дорога в ад выстелана добрыми делами. Не предупреждайте, не предупреждайте. А эта женщина, она еще пожалеет, что была настолько невнимательной и вот прям, знаете, в себя поверила, что она такая вот прям неприкасаемая, да, вот ничто ее не берет. Но берет еще и как. Да, крыса прямо, смотрите, видите, на ней крадется. И крыса голодная, худая крыса. Дальше. С правой стороны показывают какие-то узлы. И узлы, они мелкие, но их много. Скорее всего, это какие-то задачи, либо проблемы, с которыми вам придется разбираться. И вы смотрите на это количество, за голову хватаетесь и думаете: да как так, да как я смогу с этим всем разобраться. Но вы знаете, вы сможете. И вы сможете даже не за 7 дней, а за 4-5 дней, максимум 5 дней. Вот мелкие узлы, мелкие, да, может быть, за раз несколько узлов будете развязывать. Лиха беда начала. Либо глаза боятся, руки делают. Вы себя недооцениваете. Все узлы развяжете, будут одни эти лоскуточки, веревочки. Дальше кто-то из вас заметит, что как похудел, наверное, да, вот лишнее, да, ушло лишнее. Может, это был и не жир, возможно, это был отек. Да. Очень многие девушки страдают тем, что у них нет проблем с лишним весом, у них проблемы именно с отеками из-за сидячего образа жизни. Да. Многие работают сидя, многие, вот, кто с маленькими детьми, там, с грудничками, да, особо там не походишь ни на спорт, не погуляешь. Максимум, что прогулка пешая есть. Да, вот отек, да, отек у кого-то. Вот сходит этот ваш отек, либо действительно вы сидели на диете, и вы прям преображаетесь. Фигура преображается, лицо очень сильно у вас похудеет. И очень много людей вам об этом прям скажут, да, что ты похудела, ты лучше выглядишь, там, свежее, здоровее. Такие вот прям хорошие, ободряющие вещи. Это вас еще сильнее замотивирует, больше следить за своим здоровьем, за правильным питанием, да, либо вы такая: значит, я там не кушала 3 дня конфет, либо тортиков, и да, отек ушел, да, возможно, у вас проблемы из-за сладкого. Приятно, это будет очень приятно. Дальше. Странная картинка, когда дети, либо ребенок становится причиной к новому знакомству. Допустим, вы выйдете с ребенком гулять на детскую площадку, познакомитесь там, не знаю, с мамочкой, либо с папочкой, с другим. Либо вы поведете ребенка заниматься спортом, да, спортивные какие-то секции, и там познакомитесь с другим родителем. Или даже, например, там, с тренером, помощником тренера. Вы знаете,
Это знакомство, оно очень необычное, и оно, ну, вот в вашей судьбе горит. Значит, что-то из этого знакомства выйдет. То ли дружба выйдет, ну, то ли роман, возможно, у кого-то выйдет. Неплохо. Бабушки, мамы, это вас касается. Ну и папы, да, которые с детьми гуляют, дедушки. Вот вас это касается. То есть не думали никогда, что там с ребенком время проводите, ребенком занимаетесь, а тут на тебе такое классное знакомство, само в руки идет. Дальше. Какой-то негативчик, который на вас воздействовал, буквально вот как облако такое темное над головой сидело, летало, начинает уменьшаться. И вы прям это ощущаете. То есть больше положительных мыслей, больше каких-то удачных моментов, больше даже какого-то позитива, который идет в вашу жизнь. Возможно, это облако, это зависть, либо сглаз, но, возможно, самосглаз. Очень многие люди могут сами себя глазить и даже этого не замечают, и даже никак не проводят параллели между тем, что вы там сами про себя сказали, либо подумали, и тем, что дальше происходит в вашей жизни. Ну, самое главное, что уходит, и слава Богу. Дальше вам кто-то передает приглашение на какое-то праздничное мероприятие, а у вас особого желания посещать это мероприятие нет. Но вам рекомендуют свыше это приглашение все-таки принять, потому что вы можете и передумать до дня праздника. И также рекомендуют принять. Почему? Потому что вам нужно, да, посещать такие вот людные массовые мероприятия. Нужно для того, чтобы восполнять энергетику и для того, чтобы прокачивать себя. То есть многие люди вот избегают толпы, то есть чувствуют себя некомфортно, им кажется, что ну, там, толпа, вирусы летают, бактерии и прочее, там шумно, громко, но вам это нужно, да, нужно. Нужно себя показывать, нужно на себя обращать внимание, нужно знакомиться и общаться с людьми. Принимайте. Я вижу, что вы все равно передумаете, и я вижу, что вы пойдете. Это, конечно, не за 7 дней случится, там может быть дней 10-15, но вот приглашение вы получите сейчас. Дальше вижу, что вы какие-то заказы будете делать, что-то вы будете покупать, и очень похоже, как, знаете, в интернете покупаете. Может быть, у вас какой-то знакомый байер, и вы будете делать заказ байеру. Обращайте внимание на все мелочи и детали. Не только на картинку, не только там на размеры, упаковки, но и на другие мелочи, там налоги, доставка, сроки ожидания, да, на это обращайте внимание, потому что вы можете увидеть что-то привлекательное, не прочитаете мелкий шрифт, да, подпишитесь, либо оплату сделаете, а потом будете ждать 2-3 месяца, да. Либо какие-то дополнительные комиссии, либо сборы придется еще оплачивать, и сумма прям космическая становится. Будьте внимательны, это очень важно. Дальше телефонная трубка. Телефон. Не пропустите какой-то важный звонок. Возможно, это будет даже и не один звонок, возможно, от разных людей. Вот мне идет как важный звонок, который вы можете пропустить. Почему? Потому что номер, например, незнакомый. Либо вы там чем-то заняты, либо поставили на беззвучный телефон. Вот нельзя пропустить. Нельзя, потому что потом будет очень сложно проиграть этот момент снова, да, то есть вам уже придется выяснять, что это за номер, кто-то станет выяснять, кто-то не станет. Если вы выясните, поймете, что да, это что-то прям там серьезное, придется потом искать концы, дозваниваться, да, зачем вам это все. Просто не пропустите. Проверяйте свой телефон, да, как там у вас там рингтон, на какой громкости, либо снимайте с беззвучного режима. Это важно. Большой бантик. Вы себя украшать будете. Либо купите себе что-то очень красивое, такое, знаете, прям глаз горит. Понравится вам эта вещь. Конечно, денег стоит, но с другой стороны, зачем жалеть для себя? И также, мои хорошие, возможно, вот какой-то повод, да, что вам нужно выглядеть на все 100. Вы собой занимаетесь, вы себя приводите в порядок, украшаете. И вы, конечно, действительно вот как красавец либо красавица мне идете. Умеете, вы умеете, у вас чувство стиля, вкуса, вы видите палитру, вы даже из самых обычных вещей можете создавать какие-то невероятные образы. Да. Вы умеете вот
Даже если у вас нет особых средств на то, чтобы одеваться там из бутиков, либо от каких-то известных дизайнеров, но вы умеете из самых простых базовых вещей сделать конфетку, разбавив, например, какими-то аксессуарами, даже если это обычная бижутерия. То есть очень красиво, очень. Вам бы, не знаю, мастер-классы что ли давать, либо продавать свои знания. Хорошую бы денежку заработали. Кстати, вот какая-то женщина очень сильно завидует тому, как вы умеете себя приводить в порядок. Она так не умеет. Она пытается с вас копировать, но ей это все не идет. Ну, потому что вы разные, в разных цветовых оттенках, гаммах. Дальше. Какая-то жаба будет громко квакать в вашу сторону, но она к вам близко не подходит, она вас боится. Как будто вы знаете, издалека, да, издалека какая-то жаба квакает. Такой отголосок, да, идет. Знаете, мои хорошие, эта жаба не от вас, но от кого-то другого прям, ну, по голове получит. За вас кто-то вступится, заступится. И то, что вы не обращаете на это внимание, либо не станете обращать внимание, для вас это прям большой такой плюс. Да? Вот люди этой жабе просто не будут верить. Ну, потому что вы же не оправдываетесь, вы же не пытаетесь опровергнуть эти сплетни. И люди скажут, ну, значит, она и не виновата, потому что не оправдывается, да, просто не принимает эту информацию и все. И вот какой-то человек мне идет, что палкой по голове этой жабе бьет. Но опять же, это где-то далеко находится от вас. Успокоит, да, сплетника успокоит, причем в жесткой форме успокоит. Так, еще какая-то ноша, тяжелая ноша, но вы ее не бросаете, потому что вы очень ответственный и обязательный человек. Но с другой стороны, тяжело нести, и вы что-то будете придумывать, как облегчить свою ношу. Что я могу такое сделать, предпринять, чтобы мне было полегче. И вы знаете, я вижу, что вы придумаете и даже реализуете. Да, хороший знак. Облегчите, да, жизнь, путь свой облегчите. Дальше, кто водит автомобиль? Вот прям момент такой идет, что вот прям действительно радуетесь. Может быть, вам куда-то нужно будет срочно съездить, либо кого-то встретить, отвезти, довезти. Почему-то у вас прям такая мысль, что ой, как хорошо, что у меня автомобиль, как хорошо, что я вожу. Дальше. Подруга, скорее всего, ну вот женщину показывают, будет с вами делиться своими любовными переживаниями. Но это не какая-то неприятная история, наоборот, это вот какая-то красивая love story, да. И она такая вам говорит, о, я так влюбилась, он такой хороший, он самый лучший. Вы прям видите, что она светится от счастья, и вам вот это свечение, оно тоже душу согревает. Да, вы умеете радоваться за других, и эту подругу свою, ну, либо родственницу вы давно такой счастливой не видели. Ну, да, она с вами делится самым вот сокровенным, своей радостью делится, своей любовью делится. Если вы переживали за личную жизнь этой подруги либо родственницы, походу она таки своего суженого встретила. И это хороший знак. Да. Ну, считайте, что вы ее уже это замуж отдаете, в счастливый брак отправляете. Дальше. Кто у меня общается в интернете? Ну вот вы любите вести соцсети, у вас есть друзья в интернете, а может быть вы на сайтах знакомств общаетесь. Я вижу новое лицо, новый человек, причем человек, который вас очень сильно заинтересует. Что-то этот человек вам напишет, либо как-то, вот знаете, отреагирует, но вас заинтересует этот человек. Человек какой-то необычный, нетипичный, и вот как новое, не только лицо новое, а новый опыт мне еще идет. Не могу сказать, чем закончится, потому что вы, скорее всего, дольше будете общаться, чем 7 дней. Но вот интерес, я вижу ваш интерес. Дальше. У кого-то родственники попытаются вас втянуть в свои проблемы. Проблемы достаточно такие, знаете, вот прям как это смола, да? Только дотронься и все, запачкаешься навсегда. Вам ни в коем случае не нужно туда лезть. И нужно найти и подготовить такие слова, чтобы ваши родственники больше к вам не приставали.
Ну, потому что они и сами могут справиться, просто они понимают, что это неприятно и тяжело, поэтому решили на вас кинуть. Будут бить на родственные чувства и говорить: ну как же, ну мы же родственники, ну мы же одна там кровь, либо мы одна семья, мы должны друг другу помогать. Какого-то человека вам будут приводить в пример, либо, знаете, как-то абстрактно говорить: а вот в других семьях, да, не слушайте и не покупайтесь на эту ересь, на эту дичь не покупайтесь. В других семьях другие правила, вам не нужно лезть и чужие проблемы решать. Зачем вам пачкаться в этой смоле, в этом дегте? Зачем оно вам? У вас что, своих проблем не хватает? Родственникам вашим пора взрослеть и брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Вот. Не могут же они вечно висеть на вашей спине, либо на руках на ваших кататься. Но это неправильно. Дальше будут два события, которые по-разному проиграются в вашей жизни. Одно событие, оно такое максимально положительное, тепленькое. А второе событие, оно такое, знаете, возмущаться. Вы будете возмущаться, вы будете топать ногами и говорить: да как так, да что за дела такие, да, что происходит. Также, если вы, например, ждете каких-то ответов, то по одному делу вам точно скажут «да», а в другой ситуации вам точно скажут «нет». Да? И там, где нет, вы прям возмущаетесь, вы говорите: да что такое, да объясните, да по какой причине нет, почему вы мне отказываете. Ну, конечно, вам, наверное, объяснят, но у вас прям такое возмущение идет. Ну, также, возможно, где-то вот что-то приятное случится, а в другом месте, наоборот, какое-то неприятное. Вот вы громко будете возмущаться. Берегите свои нервы. Эти события не стоят того, чтобы вы тратили свои нервы. Дальше. Охотник, мужчина-охотник, либо это мужчина с оружием. Мужчина такой, знаете, пьяненький, навеселе. Но вот, знаете, бывают люди, которые выпьют, и они такие веселые, такие, вот, знаете, улыбаются, смеются, песни поют. А бывают люди, которые там выпьют чуть-чуть и очень агрессивными становятся, ко всем лезут, цепляются, там руки распускают. Почему-то показывают такого человека, но показывают с оружием. Это не обязательно какое-то настоящее оружие, это может быть и любая палка в руках дурака, оружие, да, либо там разбитая бутылка. Избегайте пьяных и вообще не ходите там, где пьяные, либо где пьяные могут быть. Вот какой-то один мужчина такой, знаете, неадекватный, не в адекватном состоянии. Держитесь подальше. Вот, держитесь подальше. Может даже, знаете, ничего не сделает плохого, но напугать может. Да, своим таким резким поведением, агрессивным поведением. Зачем вам лишний стресс? И так жизнь не сладкая. Новости посмотришь, и так жить тошно, да, еще такое вживую увидеть. Ничего хорошего. Дальше. Сломанный зонт. И какой-то человек очень сильно паникует, потому что зонт сломался. Кто-то потеряет свою защиту, свою крышу, свое покровительство. И вы знаете, это очень удачный момент бить этого человека, либо спросить с этого человека. Если этот человек перед вами в чем-то виноват, либо человек как-то так поступил неправильно, вот хороший момент его взрючить. Извините за слово, но вот именно такое слово идет. Зонта нет, защиты на этом человеке нет, покровительства нет, лишился. Причем лишился, наверное, за свои глупости, либо тупые поступки. Вот. Если вы кого-то хотели призвать к ответу, вот, пожалуйста, прекрасный момент. Больше зонт не работает, зонт сломался. Человек на букву «В». Это может быть имя, это может быть фамилия, это может быть название должности, профессии, либо даже кличка. Дважды очень сильно отличиться. Сначала как-то негативно, в негативном ключе, а потом в позитивном ключе. И вот я вижу, что вы в шоке от этого человека, думаете: какой двуликий демон, да? Там, значит, напортачил, накосячил, а тут он прям герой, справился, очистил свое доброе имя. Это может быть и мужчина, и женщина, но интересный такой персонаж.
Сначала раздражаетесь и злитесь на этого человека, а потом готовы, я не знаю, там, обнимать, целовать, на руки взять. Да, отличиться, конечно. Дальше у вас топоры показаны, но эти топоры, они какие-то тупые, то есть они не рубят. Ну, ударить топором можно, да, но зарубить нельзя, либо отрубить нельзя. И вас призывают точить эти топоры, и они вам пригодятся. Для чего-то пригодятся. А что это значит? Вам нужна информация такая резкая, колкая, информация, которая рассекает пространство. Ищите информацию, ищите доказательства, выстраивайте цепочку аргументов. Вам это в будущем понадобится. Защищать себя, защищать свою позицию, либо защищать дорогих и близких людей. 2 топора, но оба тупые. Их нужно заточить. Вот, это важно. Как там, готовь сани с лета. Вот, готовьте аргументы, готовьте доказательства, готовьте, возможно, даже какие-то документы нужно будет предъявить, чтобы у вас все было в порядке. Кактус, который теряет колючки. Что-то, что казалось неприступным. Ну вот нельзя взять в руки кактус, потому что там колючки, и руки можно уколоть. Кактус потеряет колючки. И там буквально счет пойдет на, не знаю, секунды, наверное, минуты, секунды. Потому что когда все об этом узнают, все побегут к этому кактусу. То, что долго было недоступным, откроется для всех. И если у вас была такая ситуация, что у вас что-то не получалось, либо у вас не было куда-то доступа, будьте начеку, постоянно проверяйте, потому что у кактуса все колючки отпадут, и вы можете его первое схватить, либо первый схватить. Ну, а кто первый схватил, тот и главный, да, тот и выиграл. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.